В эфире телеканала «Якутия-24», программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. В Якутии стартовал огромнейший масштабный проект экологический федерального уровня «Чистая Арктика». И стартовал он в поселке Тикси Булунского района. Сейчас мы поговорим с руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистая Арктика» Александром Александровичем Марковым. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите подробнее о проекте, о его масштабах, о его целях, идеях и инициаторах. Есть общеизвестный факт о том, что по мере освоения арктических территорий, промышленного освоения, происходили параллельно с этим и многочисленные загрязнения, вызванные как объективными причинами, потому что необходимо было завозить много техники, много специального оборудования. Естественно, мы понимаем, что это связано с трудностью доставки, завоза северного, с ограниченностью навигации. Тем не менее, мы получили то, что имеем. То есть десятилетиями накопленный экологический ущерб для хрупкой арктической природы. Собственно, в Тикси ситуация, которую мы наблюдаем, она достаточно схожа с другими регионами, где мы уже побывали. Действительно, очень большой объем металлического лома. Здесь дополнительно еще мы увидели большой объем загрязнения древесиной, последствиями деятельности по доставке различных плотов, древесных изделий. В этом году, почему у нас, собственно говоря, такая пошла активная работа и проект «Чистая Арктика» был запущен? Капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов – это человек, который посвятил свою жизнь работе в Арктике, который знает ее, естественно, лучше всех нас, потому что он ходит на своем ледоколе по Северному морскому пути, видит все практически арктические территории. И вот мы с ним беседовали. У него, конечно, душа болит за то, как нарушается хрупкая арктическая природа. Она очень красивая, как он говорит, но она очень хрупкая, да. И как это неприятно, когда ты наблюдаешь вот эту красоту, которая тебя окружает, и, собственно говоря, вот эти объекты загрязнения, которые валяются везде. Конечно, это, ну, скажем так, очень история, требующая решения. Собственно, Дмитрий Лобусов и был, его идея и появилась. Первое, да, то, что давайте всем миром приложим все усилия, навалимся всем миром и начнем чистить Арктику. После этого инициатива нашла широкий отклик, на самом деле. Подключились общественные организации. Первыми поддержали Всероссийское общество охраны природы, Общероссийская организация общественная «Зеленый патруль», организация «Пора». Проведена была презентация проекта в Общественной палате России. Сразу было видно, что тема абсолютно не безразлична. Пошли отклики. Постепенно начали подключаться органы власти, федеральные структуры, местные организации, население. Но вот мы видим то, что уже сейчас полномасштабно развивается проект. И даже вот то, что сейчас происходит, вот мы видим, как находимся в порту города Тикси, и видим, как происходит загрузка металлолома, который был собран на субботнике. Вот объявили субботник. Мы первый раз столкнулись, честно скажу, с такой поддержкой общественности. Первый раз вышло столько людей, но практически полпоселка было на субботнике. Вчера он проходил. Была очищена большая территория, прибрежная территория. Мы, я думаю, позже покажем, какая картинка стала, покажем, что было до этого, и покажем, что стало. Собрано много металлолома, собраны и направлены на утилизацию от отхода древесного производства, ну и другие виды засорения. Побережье сейчас совершенно по-другому выглядит. И сейчас вот происходит загрузка металлолома на баржу М-53, это Ленское объединенное речное пароходство. Естественно, мы сейчас уже можем сказать, что это организация, спасибо ей большое, что она предоставила баржу вовремя, значит, что они принимают участие во всех работах. Мы можем сказать, что это полноценный партнер проекта «Чистая Арктика». Таким образом, сегодня, по оценкам
порта, по оценкам представителей пароходства, будет загружено порядка 300 тонн металла, металлолома. Он будет направлен в порт Нижний Бестях. Далее произойдет перегрузка его на железнодорожный транспорт и, собственно говоря, будет отправлен на металлургический завод. Вот это очень важно. То есть нас в проекте интересует в первую очередь окончание жизненного цикла отхода. Мы не должны делать так, чтобы взять в одном месте объекты, которые загрязняют природу, да, и переложить их в другое место. Здесь как раз вот тот самый случай, когда с помощью организации, которую я упомянул, да, мы получаем окончание жизненного цикла этого отхода. Александр Александрович, вот как вы отметили очень правильно, мы сейчас находимся в очень показательном таком месте, локация морского порта, и сейчас производится уже отгрузка металлолома. Хотелось бы отметить, что только в рамках субботника, вчера общими усилиями, вы в том числе, и Министерство обороны, и экологии, собрали более 60 тонн металлолома. Вот. И хотелось бы узнать, это только начало. У нас в Якутии целых 13 регионов Арктики. Куда пойдем дальше? Развитие проекта в Якутии будет очень серьезным. Мы обсудили, что будем продолжать работы в Устьянском районе, Депутатском районе, позже в Момском районе и Анабарском районе. И хотелось бы сказать, что интересный факт тоже привести. Мы когда приехали в Тикси, значит, с нами прибыла группа волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Там очень опытные ребята, спасатели со стажем, прошедшие специализированное обучение в МЧС, подготовленные. И когда, собственно, узнали об этом глава района, узнали об этом жители, спросили, а как вот мы тоже хотим участвовать в работе, да? Было для нас несколько неожиданно, опять же, впервые, вот за время проекта, чтобы пришли жители и сказали, мы хотим сразу стать волонтерами, тоже такое, скажем, в рамках нашего проекта это происходит впервые, да? Мы говорим, конечно, присоединяйтесь. Сразу же была прямо в понедельник разработана программа. Были выбраны самые активные жители. 10 человек изъявили желание вступить в СКС. Ребята, которые приехали, провели там один очень опытный парень из Белгородской области, из Северной Осетии, хорошо подготовленные специалисты. Они провели целый ряд лекций, провели обучение по технике безопасности, по работе в условиях загрязнений, по взаимодействию между волонтерами, да. То есть удалось подготовить, что называется, местную ячейку волонтерскую в городе Тикси. Сам по себе проект, мы понимаем, он несет с собой волонтерское движение, которое очищает, помогает очищать территории, да. Но в условиях Севера, в условиях Арктики без применения тяжелой техники, специализированных бригад, конечно же, справиться будет очень тяжело. Но то, что люди внесут в себе желание и идею очищать свой дом, в котором они живут, это самое главное. Вот если таким посылом будет дальше продолжаться, я уверен, что развитие проекта в Якутии будет очень серьезным. Ну и самый, скорее всего, часто задаваемый и важный вопрос, когда жители поселка Тикси смогут увидеть уже чистые просторы. Мы для себя видим при наличии сил и средств, что называется, да, то есть мы для себя видим абсолютно реальную задачу почистить за год-полтора полностью территорию поселка. Еще раз говорю, что силами волонтеров, конечно, полностью этого сделать невозможно. Нужна тяжелая техника и специализированные бригады. Но без волонтеров тоже нельзя, потому что они не дадут сделать что-то, о чем-то забыть. Они всегда увидят, скажут, а что здесь лежит, а почему это не убрали? Придут, начнут убираться, все это увидят. И начнется, собственно говоря, уже изменение и к подходам вот к таким загрязнениям. Поэтому мы рассчитываем, что к 2024 году о том, что представлено правительством республики план развития, я думаю, что он будет реализован, это вполне реально. Я знаю, что ранее вы работали и за пределами республики, да, много мест очищено. Расскажите немножко о том, что уже было сделано, какой опыт имеется и какие планы в рамках проекта далее. В задачи и в очистку в рамках проекта попадают все 9 субъектов, находящихся в арктическом поясе. Мы уже отработали в Архангельской области, в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас группа находится в Коме, готовится, проводится рекогносцировочное обследование.
Группа наша отработала «Чистая Арктика» на Таймыре, в городе Норильске. Ну, на Таймыре вот похожая история. Есть второй или еще один значимый порт Северного морского пути – это Дудинка. Загрязнения там, я скажу, побольше, чем в Тиксе. И они посложнее, наверное. То есть там есть такие специфические вещи, как ледники. Это миллионы тонн стружки, которые годами, ну, когда не было электричества, люди заготавливали себе лед из реки, и скопились очень большие горы вот этих опилок. А этот опыт, я считаю, очень важен для Якутии. Почему проект и является федеральным? Потому что мы будем смотреть, как применять те или иные подходы, методы, технологии, собирать опыт этот и транслировать его в те места. Вот сейчас в Якутии, я уверен, что это получится. Александр Александрович, спасибо вам за такую информативную, содержательную беседу. А я желаю вам успехов в такой благородной работе. Большое спасибо, Альферина. Мы очень благодарны гостеприимной якутской земле. Отдельно хотелось бы поблагодарить Федотова Андрея Сандоминовича. Настолько вдумчиво и глубоко он погрузился в наш проект, что даже где-то он нас стимулирует развивать его. Хотя и мы к этому, конечно, готовы. Спасибо большое населению, спасибо тем представителям власти, которые включились в работу, руководству поселка Тикси, представителям различных министерств и ведомств якутского правительства. Все очень заинтересованы, мы это видим. Это всегда чувствуется. Большое спасибо, якутяне. Мы очень рады, что мы работаем с вами вместе. Спасибо вам. Но я хочу напомнить, что с нами в беседе участвовал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистая Арктика» Александр Александрович Марков. До встречи в эфире.